Добрый день, дорогие уважаемые слушатели. Меня зовут Саттаров Венер Нурулович, я являюсь доктором биологических наук, деканом естественно-географического факультета. Я вам сегодня прочитаю научно-практическую лекцию на тему «Медоносная пчела. Значение, проблемы и пути сохранения». Медоносная пчела является объектом пчеловодства, а пчеловодство тесным образом связано с растениеводством и животноводством. Эта связь определяется прежде всего опылительной деятельностью медоносной пчелы. В сельском хозяйстве насчитывается примерно 150-200 видов энтомофильных культур, которые требуют перекрестного опыления. И если сравнить, примерно 80% перекрестно опыляемых растений, которые относятся к дикорастущим растениям, культурным, как раз опыляется медоносной пчелой. Велика роль медоносной пчелы, так же как и производителей специфической продукции, куда относятся мед, воск, прополис, пчелиный яд, маточное молочко. Данные продукты нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, куда можно отнести авиационную промышленность, радиотехническую, деревообрабатывающую, бумажную. Также широко применяются продукты пчеловодства в медицине и парфюмерии. Если рассматривать какие-то исторические аспекты, связанные с медоносной пчелой и с человеком, надо отметить, что они имеют очень глубокие корни, потому что свидетельством этому являются, например, наскальные рисунки каменного века в пещере Аран, которые найдены в Испании. И эти рисунки датируются примерно 10 тысячами лет назад. То есть, в принципе, они связаны с последней датой ледникового периода. Если мы возьмем немецкую литературу, то там медоносная пчела на латыни записывается как Apis mellifera, то есть делающий. Если же мы возьмем русскую и англоязычную литературу, то обычно применяется следующая латынь. Apis mellifera. То есть получается приносящий. То есть, по сути, получается правильная латынь, это вот Apis mellifica. Ну, здесь некоторые разногласия были, потому что первоначально Карл Линней, который описал медоносную пчелу, он назвал меллифера, но потом он признал свою ошибку и назвал меллифика. Но, к большому сожалению, по правилу приоритета сохраняется первое название. Но, тем не менее, суть от этого не меняется, то есть специалисты понимают, что подразумевается под Apis mellifica и Apis mellifera. В настоящее время вид медоносная пчела подразделена примерно на 27 подвидов, которые складываются из различных природных популяций. Ну, если взять подвиды, можно выделить карпатскую, серую горно-кавказскую, желтую кавказскую, украинскую, среднерусский подвид. Как раз последний подвид, он эволюционно складывался, экологически адаптировался к центральным и северным регионам Российской Федерации. В частности, если мы возьмем Республику Башкортостан, то здесь обитает башкирская популяция среднерусского подвида медоносной пчелы. И в первоначальной форме, в которой пчела обитала в более ранние периоды, у нас в республике сохранились бортевые медоносные пчелы на территории заповедника Шультанташ. Вообще изначально этот заповедник в 1958 году создавался для сохранения бортевых медоносных пчел. К большому сожалению, в последние десятилетия, в последние годы медоносная пчела находится под усиленным антропогенным влиянием. На пчелиные семьи, на пасеки сильно воздействуют экотоксиканты,
Широкое распространение получают болезни, вредители, инфекционные, инвазионные заболевания. Воздушные массы переносят какие-то отравляющие вещества с промышленных зон, и все это приводит к снижению иммунитета и большей частью гибели пчелиных семей. Например, фиксируются различные морфологические изменения, в частности, изменения в жилковании крыльев, изменения цвета глаз и так далее. Перед учеными, перед специалистами в настоящее время стоит задача поиска резерватов чистопородных пчел. И в данном случае существует ряд инструментов, с помощью которых проводится идентификация таксономической чистоты. Ну, в частности, например, генетический метод, биохимический, этологический, морфометрический и так далее. Ну, наиболее распространенный и простой в использовании является морфометрический метод. Здесь надо сказать, что данный метод, то есть морфометрический метод, развивается по двум направлениям или по двум научным школам. Это советская, ныне, получается, российская, основателем которой является Алпатов, и немецкая школа. Основателями немецкой школы являются Фридрих Рутнер и Гёц. И эти две школы, точнее методы, которые применяются в этих школах, они отличаются по спектру исследуемых признаков и по некоторым количественным показателям. В частности, например, длину хоботка используют и в той, и в этой школе. Показатели крыла также присутствуют в обеих школах. Тригиты, параметры снимают воскового зеркальца. Вот на слайде представлена методика определения длины волосков. Ну, к сожалению, в российской школе, научной школе по идентификации медоносных пчел эта методика не столь широко распространена. Следующая методика – это идентификация волосяной каймы. Данная методика была создана и реализована специалистами научной школы. В России применяться начал этот метод, наверное, последние 5-7 лет. Вот наиболее такой интересный метод – это оценка классов окраски рабочих пчел, когда мы определяем морфотипы. Ну, здесь в основном связано с наличием желтизны на тригитах брюшка. Вот еще одна интересная такая методика была предложена Фридрихом Рутнером. То есть здесь мы определяем цвет окраски волосков трудней. То есть по окраске тоже мы можем в какой-то мере соотнести трутни, то есть трутневые особи медоносных пчел к какой-то определенной таксономической группе. Вот на этом слайде представлены классы морфотипов, которые мы исследовали и выявили на территории Республики Башкортостан. То есть спектр очень большой. То есть мы определили различные классы, то есть класс Е большое, О, 1R, 2R и так далее. То есть это как раз вот является свидетельством того, что происходят гибридизационные процессы башкирской популяции среднерусского подвида медоносной пчелы. И вот на этом слайде еще представлены тоже такая совмещенная оценка ширины волосяной каймы и классов морфотипов. То есть совмещая их, мы в какой-то мере можем определить фенотип по брюшку. То есть здесь тоже очень высокий спектр, тоже является доказательством того, что на пасеках Республики Башкортостан происходят гибридизационные процессы. Ну, конечно же, это не очень хорошо, это влияет на сохранность в целом башкирской популяции. Подводя итог нашей встречи, хотел бы озвучить слова, сказанные Эйнштейном. Если на Земле исчезнут пчелы, то через 4 года исчезнет и человек. Не будет пчел, не будет опыления, не будет растения, не будет животных, не будет человека. То есть мы можем поверить этим словам, можем не поверить.
Но, по крайней мере, мы должны быть уверены, что если пчелы погибнут, то погибнет и все человечество. Поэтому мы с вами должны стараться их сохранить, тем самым и для себя, и для будущего поколения. С вами был Саттаров Венерий Нурлович. До новых встреч!